Переведено группой Дизимания, озвучено студией Сэс Дизи специально для сайта hitlife.tv. Я обвиняю тебя в попытке убийства Мели Шамлы. Еще чего? Что происходит? Левент? Левин, не глупи. Давай делай свою работу. Да погодите минуточку, начальник. Пожалуйста, не сопротивляйтесь. Если будете идти против закона, мне и вас придется задержать. О, Аллах, чего вы сразу разбрасываетесь наручниками, начальник? Ты шутишь? Снимите наручники, начальник. Пойдемте. Куда пойдемте? Что вы делаете? Пойдемте, давайте, у нас не так много времени. Да погоди ты, сумка. Хорошо, принесите сумку. Отпусти, я пойду. Да погодите вы. Не толкайте. Зихра. Да отойди ты. О, Аллах. Не толкай ты, брат. Отойди. Зихра. Да отойди ты. Не толкай ты, брат. Да отойди отсюда. Аллах. Зихра, Зихра, я вытащу тебя, не переживай. Я вытащу тебя, жизнь моя. Давайте, прекращайте свои взгляды. Садись в машину. Давай. Да я тебя... Осторожно, осторожно. Остальное расскажешь в участке, братец. Да замолчи ты. Зихра. Ладно. Мне нужно немедленно ехать в участок. Стой. Ахмед? Ахмед? Мой Ахмед. Больше нас никто не разлучит. Отныне ты и я будем крепко связаны. Увидите госпожу Зихру. Как прикажешь, начальник. О, Аллах, поможет ли это? Что со мной случилось, Мелис? Да, ничего, любимый, ты устал немного просто. Устал? Назвала любимым, а он никак не отреагировал. Значит, лекарство помогло временной потере памяти. Теперь все будет так, как я хочу. Кстати, имам мечети идет, дорогой, он в пути. Хорошо, хорошо, пусть придет. Что? Ты сказала, идет имам? Какой еще имам? Любимый, ты ведь позвал имама. Какой еще имам может быть? Я? Позвал имама. И еще чего? С чего это? Разве можно звать имама, дорогая? Я хочу видеть своего адвоката, господина Абдуллаха.
Я невиновна, я не причастна. Ну, конечно, все так говорят. Нет, вы идете, бросаете девушку со второго этажа вниз. Девушка головой о землю врезается, а потом я хочу адвоката, я хочу адвоката. Не надо, пожалуйста. Левин, что ты несешь? Я Мелиссу просто толкнула. Но стекло разбилось, и она упала. Ты смотри, зачем ты мне это рассказываешь, госпожа Зихра? Вы расскажите это суде. Здесь с вами уже закончили. Потихоньку переведем вас в обезьянник. Давайте. Что? Секундочку, секундочку. Какой еще обезьянник? Ты почему обращаешься ко мне, будто я твой враг? Госпожа Зихра, прекратите ради Аллаха. Какой друг, какой враг? Я просто выполняю свою работу, не затрудняйте ее. Давайте в обезьянник. Мелисс, я ничего не понимаю. Посреди ночи зачем человеку звать маму домой? Ты большой шутник, любимый. Зачем посреди ночи звать маму домой? Я тоже так говорю. Зачем звать маму домой? Закрывай двери. Ты пытаешься отомстить мне, потому что я подруга Селин? О, Аллах, при чем здесь это? Я человек, который никогда не смешивает личное и работу. Вполне нормально, что вы так думаете, потому что вы не знаете меня. Ну вот так вы узнаете меня. Не нужно узнавать. Там есть одеяло, поспите. Пусть Аллах будет доволен. Ни за что. Перевод и озвучка группы Дизимания для канала Hit Life. Стой, не беги. Не понимаю, как Мелисс могла так поступить. Я не понимаю. Госпожа Тюлин, вызовите свою дочь сюда. Пусть немедленно приедет, заберет свое заявление. Ее телефон выключен, и я не знаю, где она. Еще раз звони. Если Зихра сядет в тюрьму, то не сможет выйти замуж за ящерицу. Ах, Мелисс и себя, и меня погубила. Аллах, почему я ничего не помню? Любимый, я тоже это не понимаю. Как ты ничего не помнишь? Ты ведь шутишь, да? Какие шутки? Разве с такими вещами шутят? Любимый, послушай. Ты ведь сказал, я учитель религии. Ты сказал, что мы не можем жить вместе, что без брака это грех. Я так сказал? Да, ты сказал. О, Аллах. Когда я такое говорил? Или не грех? Грех? Конечно, грех. Я не помню, когда я это говорил. Прибыли. Кто прибыл? Не открывай, не открывай. Не открывай, пусть уходят. Добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать, спасибо. Прошу. Добрый вечер. Спасибо, добро пожаловать. Прошу. Апсайтин. Стой! Стой, сказал!
Брось оружие. Бросай. Вы сын Хасана Ахмед Шимшек. Да что происходит? Мы правда женимся? О, Аллах. Минуточку, минуточку. Я от волнения забыла включить камеру. Запечатлим этот прекрасный момент. С вашего позволения. Итак, готово. Сын Хасана Ахмед, ты согласен взять в жены дочь Ферука Мелис? Немедленно отпустите мою внучку. Господин Экрем, по этому поводу я правда ничего не могу сделать, потому что у нас есть неопровержимые доказательства того, что госпожа Зихра немедленно толкнула госпожу Мелис с окна. Господин адвокат, немедленно вытащи мою внучку. Я занимаюсь этим, господин, хорошо? Я хочу видеть свою внучку. Как скажете. Прошу, господин Экрем. Прошу. Где же ты, Зия? Где же ты? Давай, приди уже. Благодарю, мы вас потревожили. Долгих лет вам жизни, дочка. Аминь. Доброй ночи. Еще раз доброй ночи. Доброй ночи. Ничего себе. То есть мы правда поженились? То есть теперь я женатый человек? Вот это да. Только я все еще никак не могу вспомнить, когда позвал и мама. Любимый, сколько раз тебе рассказывать? И я даже говорила тебе, еще рано, подождем немного. Ты забыл? Я клянусь, не помню. Послушай, я в последний раз рассказываю тебе. Ты сказал, что ты учитель религии, что не можем жить здесь вместе без брака. Ты сказал, что нужно заключить брак с имамом. То есть, ты еще и другое говорил. Ну да ладно, потом расскажу. Как-никак, мы уже стали мужем и женой. Другое говорил? Что я говорил-то? Давай идем, присядем. И это так. Не переживай, родная. Я вытащу тебя отсюда. Мы смотрели записи. Адвокат сказал, что когда ты толкнула Мелис, последствий не было. Тебя здесь долго не задержат. Мою внучку никто не может огорчить. И Мелис я тоже заставлю ответить за это. Она еще увидит. Мой дорогой дедушка, дорогая моя, что бы я делала без тебя? Ты причина моей жизни. В этом мире нет ничего, что я не сделаю ради тебя. Главное, ты будь счастлива. Дедушка, дорогая, в этой жизни меня счастливой сделает только одно. Что? Что это? Выйти замуж за Зию. Дорогая моя, это очень хорошо. Да, отлично. Очень хорошо. Главное, это твое счастье, дочка. То есть, дедушка, ты позволишь нам Зии пожениться? Конечно, конечно. Почему я не должен разрешать? Если этот человек-ящерица больше не совершает преступлений, если покаялся, если зарабатывает дозволенные деньги, и если не обманывает людей, больше я не могу обвинять его прошлым. Зихра, прошлое осталось в прошлом, не так ли?
Конечно, конечно, осталось, дедушка. Я забыл свое прошлое. Покаялся, стал очень хорошим человеком. Очень хорошо. Тогда и мы в самое ближайшее время дадим тебе в руки твоего внука. На тебя похож. Глаза твои. А носик на твой похож. Доченька моя, ты сделаешь меня самым счастливым человеком в мире. Да? Дорогая моя, дорогая. Я не могу говорить открыто с дедушкой о браке Зии. Раз дедушка сказал, что простит ящерицу, тогда поженимся Зией тайно и уговорим дедушку. Дадим в руки внука, и все готово. Я тебя очень люблю, дедушка мой. Я тебя тоже очень люблю. Послушай меня. Немедленно выпусти мою подругу оттуда. К тому же, когда Мелисса упала из окна, она не подала заявление. Что это так внезапно произошло? Да что я могу сделать, Сило? Она изменила свои показания. В этот раз решила подать заявление. И даже доказательства есть. Ну, конечно, конечно. Только потому, что я не хочу тебя. Только потому, что я отказала тебе, ты держишь мою подругу там. О, Аллах, да разве такое может быть, Сило? Причем здесь это? Я никогда не был человеком, который смешивает отношения и работу. Я человек закона. Чувство одно, а закон другое, Сило. Послушай меня, не начинай мне про себя, Сило. Да-да, я знаю. Ты поступаешь так со мной только потому, что я отвергла тебя. Жаль. Очень жаль. К тому же, ты что, думал, что я буду продолжать свою жизнь с таким, как ты? Ты и так думал? Да. Ты посмотри на себя и на меня. Не приходя на ту помолвку, ты спас меня от самой большой ошибки в жизни. Ты самый неудачный человек, которого я видела в жизни. Самый глупый и негодный идиот. Придурок. Пойдем, малышка. Ты сейчас меня здесь подожди. Я скоро приду, дочка, ладно? Мам, не уходи. Я боюсь здесь оставаться, я тоже с тобой пойду. Я сказала тебе подождать, малышка. Я скоро приду, ладно? Ах, Сило, твои слова словно меч прожгли мою душу. Раздавили меня. Ну тебя, Сило. Да и кто такой Левент? Неудачник. Слюнтяй. Бездарность. Ты почему плачешь, милая? Я маму жду. Куда ушла твоя мама? Не знаю. Все еще не пришла. Как тебя зовут? Шейма. Дедушка, говори, дорогая. Давай иди уже. Без тебя я никуда не уйду. Душа моя. Родной мой, адвокат ведь сказал, я и так не виновата. Максимум меня могут судить под подписку. Давай, родной мой, дорогой, я буду переживать за тебя. Хорошо, прошу, проходите. Хорошо.
Благодарю. Давай зайдем в дом, не мерзни здесь. Моя мама придет, сказала ждать здесь. Хорошо, милая, мы внутри можем подождать маму, разве нельзя? Ну, мама сказала ждать ее здесь. Посмотри, видишь дядей полицейских у дверей? Если твоя мама придет сюда, они нам скажут. Нельзя, мне-то что? Мама сказала мне здесь ждать. Хорошо, тогда мы здесь вместе подождем. Что поделать? Тебе холодно? Надень это. И не мерзни, ладно, милая Шейма? И вот так. Давай поскорее приходи, мама Шеймы. Кто ты? На кого ты работаешь? Кто вы такие? Мы что, мафия? CIA. Да я и так понял. Ты когда успел очнуться? Начальник, сдайте мне турецкой полиции. Так нельзя. Говори, давай, говори. Слушай, вы не можете допрашивать меня в моей стране. Я ничего тебе не скажу. Предатель ящерица оставил меня здесь одного. Раз не удали меня в полицию, то у этих американцев плохие намерения. Они точно убьют меня. Бей ты, бей. Если она скоро не придет, меня будут отковыривать ото льда. Дядя полицейский, ты очень замерз. Немного и ты поноси. Ой, не что ты не снимай ее. Я полицейский, а полиция не мерзнет. Я просто спортом занимаюсь. Спортом. Шейма, послушай, ты заболеешь, милая. Давай зайдем внутрь. Ну, мама сказала мне ждать здесь. А если придет и не найдет меня здесь? Она очень огорчится. Хорошо, родная, мы и так будем внутри. Мы оттуда увидим маму. Поймем, пришла она или нет. Моя мама придет, даже дядя полицейский. Родная моя, конечно, придет. Но когда твоя мама придет сюда и увидит тебя такой простывшей, очень огорчится. Ты ведь не хочешь огорчать маму, не так ли? Не хочу, дядя полицейский. Тогда давай пойдем. Молодец. Иди сюда. Вот. Молодец. Послушай меня, Васфи. Закажи ребенку горячий суп, она очень замерзла. Ее мама оставила здесь, сказала, что придет. Когда придет, сразу сообщите мне, я буду в кабинете. Понял, начальник? Хорошо? Ах, Зия, где же ты задержался? Приди уже. Что такая, как ты, делаешь здесь, мать? Я что, отчитываться перед тобой буду? И так настроение плохое. Ты кому отвечаешь здесь? Ты знаешь, за что я попала сюда? Не знаю. За что? Только что убила человека, который изменил мне, вот за что. И на стене кровью написала: «Никто не может мне изменять». Его труп еще даже не остыл. Теперь поняла, Розочка? Поняла, госпожа, поняла. Вы так правы. Как вы хорошо сделали, я поздравляю, правда. И даже как женщина, я поддерживаю вас. И за то, что не растоптали женскую гордость и честь, поздравляю отдельно. Ты правда убила? Да.
стене кровью написала. Заказать чай. Зия, скорее приходи, прошу тебя. Завтра начну подготовку к свадьбе. Как-никак, мне нужен только этот документ. Открывай. Вы освобождаетесь под подписку о невыезде, госпожа Зихра. Итак, мой вам совет: отныне не пытайтесь никого толкать с окна. Вам не всегда может так вести. Прошу. Ты посмотри на ее поведение. Дедушка? Родная моя, поздравляю. Пусть все останется в прошлом. Пусть все останется позади. Благодарю, дедушка, с твоего позволения мне нужно немедленно идти. Куда? У меня есть срочное дело, а потом дома увидимся, ладно? Хорошо. Я сейчас покажу тебе, как оставлять меня в участке одну. Семих. Нам нужно как можно поскорее поженить ящерицу с Зихрой. Да, мамочка. Иначе наследство не достанется Мелисс. Что? Мамочка? Что, мамочка? Ты назвал меня мамочкой. Кто я сказал? Да, ты сказал только что. Ты назвал меня мамочкой. Тебя? Меня? Ну, не знаю. Наверное, случайно. То есть, если бы был вашим зятем, то с радостью назвал бы. Но я пока еще не ваш зять. В смысле, пока еще. Послушай меня, Семих, притормози. Ты слишком торопишься. Быстро устанешь, сладкий. Может, мне надо было сказать мамишка? Мамочка. Грубо. Может, мне нужно было сказать мамишка? Мамишка. Ахмед, дорогой. Давай вставай, дорогой. Мой ленивый любимый. Мелисс, что ты здесь делаешь? Его память вернулась. Но теперь ведь нет смысла. Все будет, как я спланировала. Что значит, что я здесь делаю? Ну да, что ты здесь делаешь? Ты зашла с ключами, которые я тебе давал? Ну, я менял тот замок. Ты большой шутник, дорогой мой. Завтрак готов. Мне нужно идти, вечером увидимся, ладно? Ну все, пока. Что происходит-то? Что она здесь делает? Не понимаю. Или я снова память потерял? Нет. Это же я. Ящерица, Кара Фарук, Ахмед Шемшек, Зия. Ну да, память на месте. Она что здесь делает? Хорошо. Ну, я когда успел переодеться? О, Аллах.
Мистер Стюарт в безопасности. Он будет там в безопасности. Значит, они спрятали человека в другом месте. Они же меня убьют. Мне нужно немедленно сбежать. Я не думаю, что это русские. Турецкая мафия похитила мистера Стюарта. Это называют османской пощечиной. Кто получает, больше не приходит в себя. Так положено. А это называют понтами Анкары. О, Аллах, что же со мной такое случилось? Как я сюда пришел? Милиш, что здесь делает, еще и это есть. Ладно, посмотрим с другой стороны. Если бы пока Мелис была здесь, Зихра пришла, тогда точно получил бы. Хвала Аллаху, ничего не произошло. Зихру забрала полиция. Да, Зихра. Отвезли ли Зихру в полицейский участок? Да. Я, чтобы забрать ее, точнее, чтобы помочь ей, зашел в дом, собирался взять куртку и ключи и выйти. А потом... Я ничего не помню. Не помню. Вот тена, мне нужно было быть рядом с девушкой. Конец тебе. Конец, ублюдок. Я тебя убью, предатель. Ты за все ответишь мне. Ты сдал меня, сдал. Я не буду ждать год, чтобы убить тебя. Сейчас убью. Зихра, дорогая, что ты себе позволяешь, Зия? На самом деле, я собирался приехать в участок. Чтобы навестить меня, ты ждал, пока меня отпустят? Нет. И правда, как тебя отпустили? И хорошо, что отпустили, проклятие. Я очень переживал, дорогая. Не прикасайся ко мне. Меня увозят в участок, и ты не приезжаешь следом за мной. Как ты можешь со мной так поступать? Ничего себе. Еще и в пижаме. Что за спокойствие такое? Я правда собирался приехать в участок. И по причинам, не зависящим от меня, остался вчера ночью здесь. Уснул? Ну и молодец. Меня в обезьянник отправляют, а ты здесь спишь. Браво. Я виноват. Я сам виноват. Да зачем ты становишься партнером с человеком, которого хотел убить? Зачем становишься партнером, идиот? Нет, я не спущу это так с рук. Сейчас убью его. Ты увидишь еще. Да почему ты мне не веришь, Зихра? Говорю тебе, я упал в обморок, голова все еще болит. Я не чувствую это место. Ничего не помню. Что случилось? Почему ты упал в обморок? Или снова упал в обморок? Не знаю же, я ничего не помню. Или ты головой о что-то ударился? Да вчера вечером тебя ведь забрала полиция отсюда. Вот и зашел домой, чтобы взять ключи, куртку. Нагнулся, чтобы взять ключи. И в это время что-то произошло, я упал в обморок. Ты ведь не потерял память и не побежал за этой Мелис, да, Зия? Ну при чем здесь это, любимая? Если бы я потерял память, я бы тебя не помнил, не так ли? Но смотри, я помню. И за то, что я оставил тебя одну, мне правда очень обидно, Зихра. Прости меня, дорогая. Что случилось? Зачем тебя забрали? В чем причина, можешь рассказать? На самом деле рассказывать нечего. Но эта дьяволица Мелис нас не разлучит. На тебя Мелис пожаловалась? Ну, конечно. Кто еще? Чего ты ждал от меня, дедушка? Она пыталась меня убить. Конечно, она ответит за это. Не продолжай, Мелис. Ты заберешь заявление обратно. Никакого суда не будет. Это было случайно. Только случайность. Пойдем? На фирме полно дел. Мелис, забери свое заявление. Слышала? Слышу.
Я заберу у тебя все, что принадлежит мне, Зихра. И Ахмета заберу. И фирму. Все заберу. Я не понимаю, откуда сейчас возникло это. Если тебя сейчас еще посадишь, что я буду делать? Я же не могу тебя там оставить, я украду тебя оттуда. Не переживай, я говорила с адвокатом. Слушание через 2 недели. Адвокат сказал, что по большой вероятности наказания не будет. О, Аллах, именно когда все стало на свои места, когда только собирались пожениться. С чего это вдруг? Снова поженимся. Но есть кое-что очень важное. Что? Нам нужно пожениться в тайне от дедушки, чтобы дедушка не огорчился. И тебе нужно продолжать не совершать преступления, иначе ни за что не простит. Ты ведь бросил уже эти дела, да, любимый? Какие дела? Те грязные дела. Ну, те, что открывают двери, ходят в дома, похищение машин, такие. Да не, дорогая. Я те плохие дела, конечно, бросил. Ну, что такое, Зихра? Ты тоже. Я что, правда такой? Пропусти это, Зия. К тому же, что ты делал с этой женщиной в музее? Или ты что-то собирался украсть из музея? Что украсть? Какой музей? Что это мог делать? Зачем мне идти в музей? Я говорю, это был не я. Ну, скажем, я пошел в музей. Зачем мне брать за руку постороннюю женщину? Если я кого-то и взял за руку, то только тебя, не так ли? Зия, послушай, говори мне правду. Ты ведь правда бросил эти дела? Иначе я ни за что не выйду за тебя. Забудь. Зихра, почему ты не хочешь мне верить? Я сам по себе пытаюсь не напоминать это. Я учитель. Маленький свой домик есть. Я учитель. Я тебя убью. Вот теперь попался. Он пришел меня убить за то, что я оставил его с американцами. Кто это? Почему не отвечаешь? Попрошайки, милая, попрошайки. Понимаешь, попрошайки постучат и уйдут. Уйдут. Не стоит. Твоя тушь потекла. Тушь потекла? Да, потекла. Какой глаз? Какой глаз? Правый или левый? Правый, левый, левый. Этот. Да, левый глаз потек. Посмотри, пойди. Да. Погоди, пойду посмотрю. Сейчас приду. Хорошо. Ну, конечно, участок и все такое. Тебе конец. Погоди, я могу все объяснить. Послушай, Зихра в доме, не надо, прошу тебя. Да что ты мне будешь объяснять? Что будешь объяснять? Среди стольких людей ты оставил меня одного. Твое намерение меня убить? Это ты умрешь. Отпусти. Отпусти. Милый, что там происходит? Что за шум? Зихра здесь, что ли? Ну да, я же говорю тебе, Зихра здесь. Да ничего, милый, я, кажется, громко включил телевизор. Компьютер ведь здесь, его звук, наверное. Прошу тебя, уходи, я женюсь на Зихре. Да из-за тебя моя семья разрушилась. Разве я позволю тебе жениться на Зихре? Даже если все позволят, я не позволю. Зия, я оставляла здесь расческу для волос, где она? Хорошо, хорошо, я тебе объясню. Позволь мне ей ответить. Отпусти. Отвечай. Милая, она там. В шкафчике. Да чтоб тебя. Что ты за человек? Не оставляешь меня в покое. Не прекращается никак. Ложись, зверь. Ama bu her arslanın peşinden gidebileceğiniz anlamına gelmez. Büyük bir kedi kaçamayacağını düşünüyorsa bunun sebebi ya yaralıdır ya da yanında yavruları vardır ya da gafil avlanmışlar. Я засмотрелся.
Дорогой, все ушло? Да, хорошо. Мне нужно идти сейчас. Да, хорошо. Зия, дорогой, не забывай наш разговор. Конечно, конечно. Зия, послушай. Если ты совершишь преступление, я никогда не выйду за тебя замуж. Хорошо? Хорошо. Ну все, милая, ты береги себя. Ладно? Все, пока. До встречи. Увидимся. Брат Урсель. Ну что, мать вчерашней девочки пришла? К сожалению, начальник девочку никто не спрашивал. О, Аллах. Как мать может бросить ребенка? Ну что, вы присмотрели за ребенком? Да, начальник, после обеда придут из попечительства и заберут ребенка. Пока мать придет, она останется в приюте. А где она сейчас? В вашем кабинете завтракает. Легкой работы, брат Урсель. Спасибо. Шейма? Ты плачешь, милая? Не плачь, я пришел, дядя полицейский. Я хочу к маме. Но если ты так будешь плакать, огорчаться, так ведь нельзя. К тому же ты не позавтракала. Дети, которые не завтракают, очень огорчают матерей. Погоди. Ну, давай. Немного с этого, немного варенья. Отлично. Ну, давай, открывай ротик. Но если ты не будешь есть, я тоже буду расстроен. Почему ты огорчаешься? Ты ведь не моя мама. Но когда ты не будешь есть, не только ведь мамы будут расстраиваться, и дяди полицейские огорчаются. Ну да, открывай ротик. Ну-ка. Хорошенько прожуй. И сверху еще и сыр дам тебе немного. Слушай, Унсал. Унсал? Что случилось? Сильно, что ли, ударился головой? Унсал. Проснись, жену. Унсал. Эй. Где это я? Не переживай, ты в надежных руках. Развяжи меня. Развяжи. Да погоди, ты погоди, не бесись так сразу, Унсал. Ты... Да погоди ты. Меня тоже кто-то вчера ночью ударил и вырубил. Всю ночь лежал вчера, ничего не знаю. Ты смотри. Я полон твоей лжи. Послушай, ради Аллаха, не делай глупостей, ладно? Сейчас я развяжу тебя, послушай, я тоже здесь лежал в отключке. Зихру в участок забрали, я не смог даже поехать за ней. Ладно, ладно, послушай, если ты не веришь, спроси у Зихры. Ладно, не продолжай, развяжи меня. Да и как ты сбежал из рук американцев? Вот так сбежал, ублюдок, вот так сбежал. Да погоди ты! О, Аллах! Да погоди ты, лучше скажи, что будем делать. Что значит, что будем делать? Человек отменил конференцию, сегодня ночью уезжает за границу. Мы должны похитить его. Проблемы с американцем свалились на нас. Развяжи, развяжи. Что это такое? Кто это перевязал? Молодец, ты все поела. Тебе хочется спать? Ты совсем не спала? Дяди полицейские сказали мне спать здесь. Но я ждала маму, совсем не спала, дядя полицейский. Ты моя родная. Тогда я здесь на диванчике устрою тебе кроватку. Там хорошо поспишь. Ну, если пока я буду спать, мама придет. Тогда я тебя сразу разбужу, милая. Ты не переживай. Я скажу, твоя мама пришла, Шейма. Хорошо? Я тебя разбужу, родная. Эфе, Эфе, иди-ка сюда. Сынок, на этот диван найдите подушку и одеяло. Госпожа Шейма хочет поспать. И еще это забери. Хорошо, ну давай. Мелис, дорогая, я тебя понимаю.
Но, может, ты не будешь так возиться с Зихрой? Да оставь, пусть делает, что хочет. Да я и не понимаю, зачем ее отпустили. Лучше бы ее оставили бы в камере. Но ты погоди. Я еще не закончила. Как это? Что еще ты собираешься делать? Ты пыталась посадить ее, разве не хватило? Этой фирме нужен руководитель получше. Вот смотри, видишь? Все приходят на работу, как вздумается. Фирмой так не руководят. Ты же хотела спать, хулиганка. Почему все еще не спишь? Всегда мама укладывала меня, рассказывая сказку. Я ведь не могу спать без сказки, дядя полицейский. Я тебя съем. Я тебе сейчас расскажу сказку, ты не переживай. Какие только сказки я не знаю, ты закрой глазки. Вот, послушай. Жили-были, совсем-совсем давно, когда я был мал, когда ничего не понимал, когда не знал обо всем, когда мама качала меня в люльке, был один лысый. Ничего себе. Теперь бы уже не было бы это сном. Сон, не так ли, Кинан? Сон. Что такое? Смог поженить? Нет. Как это? Как это не поженил? Что значит не поженил? Ты до конца жизни останешься таким инвалидом. Ну не бей ты, дедушка с белой бородой. Хиджаби отверг красавицу Турции. Если Хиджаби отверг, то значит знаешь, что делает. Отверг красавицу Турции. Ничего себе. Он отверг. Надави на эту девушку. С этой девушкой что-то не то. Верь мне. Ты обязательно должен женить Хиджаби на этой девушке. Дядя с белой бородой. Я выдумаю. Может, другую девушку найти? Не говори, сказал тебе, не говори. Что скажу, то и будет. Ты поженишь Хиджаби с этой девушкой. Немедленно. Ну не бей ты, дедушка с белой бородой. Не бей ты. О, Аллах, спаси меня от этого сна. Слушай, что происходит? Снова тот же сон. Что это такое? Мне нужно сделать все. Но поженить Хиджаби. Иначе я во сне получу по мозгам. Ты уверен, Унсал? Может, они сказали это, чтобы увидеть цель? Причем здесь это? Я слышал, когда они говорили это между собой. Они перевозят человека в другое место. Ты смотри. Ты понимаешь английский? А ты что думал? Конечно, знаю. Ты это брось. Лучше скажи, мы будем похищать этого человека или нет? Когда брат Кинан узнает, что мы использовали его имя, он нас обоих... Я тебе скажу. Шимбак, дорогой, мы все это делаем, чтобы брат Кинан поправился. Найдем Хиджаби одну девушку, и брат Кинан поправится. К тому же, не для себя же что-то делаем. Ну хорошо, конечно, но брат Кинан смотрел девушку из близкого окружения. Как мы поженим Хиджаби на девушке, которую нашли в модельном агентстве? И девушки даже не в курсе. Суть не в этом. Главное, чтобы Хиджаби понравилась хоть одна из девушек. А остальное брат Кинан уладит. Итак, заводи девушек. Ее лицо похоже на тюльпан. Ее глаза похожи на нарцисс. Что за волосы? Какая прелесть. Что за рост?
Похож на дерево чинар. О, фея, твое лицо поражает мое сердце. Твое тело — мою душу. Твои глаза — мою кожу. Твои волосы повлекли мой разум в любовь. Эй! Что ты делаешь? Приди в себя. Что ты делаешь? Намык, возьмем ее мне. Не глупи, мы ищем девушку для хиджабии. К тому же, разве эта девушка на тебя посмотрит? Посмотрит. Девушка как фазан. Еще какой фазан? Пусть этими ногами ходит по моему сердцу. Послушай. К тому же я не думаю, что хиджабии понравится эта девушка. Благодарю, дорогая. Можешь идти. Мне тоже выходить. Сядь на место. Не зли меня. Пусть заходит другая. Машаллах. А девушки-то очень красивые. Итак, как вас зовут? Гюль. Гюль. Неприлично будет говорить тебе «улыбнись». Благодарю. Ваш знак зодиака – Скорпион. Мой тоже Скорпион. Итак, к тому же настоящий мужчина – Скорпион. Думаю, что мы хорошо поладим. Скорпион кусает Скорпиона. Я тебе как... Они не ладят. Со Скорпионом хорошо ладит Козерог. А это я. Я Козерог. Брат Кинан, девушки готовы? Отправить еще нескольких. Какие еще девушки? О чем вы говорите? Да я вас сейчас. Голливудское кино не по мне. Я тоже, как и ты, увлекаюсь европейской культурой. Например, сестра Нури, Бельги и Джейлан. Я обожаю их. Я их большой фанат. Разве они сестры? Ну, конечно, и даже 3 сестры. Вот смотри, я перечислю. Нури, Бельге, Джейлан, Кинан. Ты сказал 3, я перечислил 4. Что здесь происходит? О, Аллах. Произносите свою последнюю молитву. Я убью вас обоих. Как вы можете пользоваться моей репутацией? Брат, послушай, я расскажу. В общем, это дедушка с белой бородой пришел в мой сон. Сказал, если не поженим хиджаби, брат Кинан останется инвалидом. И ударил меня, брат. Брат, он правду говорит, я тоже свидетель. И даже пришел, и мне пару лещей понадавал. Да я вас... Это мой сон. Послушайте меня. Или вы в мой сон проникли? Брат, как мы можем проникнуть? Этот с белой бородой сам в наши сны проник. Ты же тоже там был. Где я был? Во сне, брат? Ну, конечно, я там буду. Это мой сон. Послушайте меня. Или мы все видели один и тот же сон? Да, брат, да. Ты тоже был в таком же сне? Это значит общий сон. Раз мы все вместе видели один и тот же сон, да ну тебя. Я верю только в тот сон, который видел сам. Вставайте, уходим. Мы и так уже стоим, брат. Куда мы идем? Та последняя девушка. Девушка, которую последний раз отверг хиджаби. Та, что мисс Турции, да? Да, брат, но хиджаби отказался от нее. Зачем мы будем к ней ехать? Я не понимаю. Откуда тебе понять, идиот? Значит, знаю, что говорю. Идемте, уходим. Давайте. Идемте. Идем. Идиоты. Какая сказка может успокоить ребенка, которого бросила мать? Какие люди бессовестные.
Какая мама может бросить своего ребенка? Или, может, с женщиной что-то случилось? Ну, если бы так было, сначала мы бы узнали. Кто знает, какие трудности у нее. Начальник прибыли из попечительства, девочку заберут. Хорошо, Бурсель. Ты можешь идти. Ты не можешь отказаться от меня. Почему это? Потому что невозможно меня отвергнуть. Что ты такое несешь? Стоп, стоп. Сначала. Гизем, милая, ты забыла свою речь? Балык, принеси мне чай. Мастер, у меня немного голова закружилась. Можно немного сделать перерыв? Ну хорошо, делаем небольшой перерыв. Что с ней? Не смогла справиться, когда отвергли ее. Визим сказал, что нет искры. Мне тоже принеси чай. Давай, поверни дверь, давай. Ребята, сколько раз говорил, уберите это отсюда. Из-за него я стала всем посмешищем. Опозорилась. Будто недостаточно, что опозорилась, так еще и душевно расстроилась. Я даже работать не могу. Хиджаби, ты или кто там, я тебя уничтожу. Я заставлю тебя влюбиться в себя по уши. Вот увидишь. Брат Кинан? Гизем? Как ты? В порядке, брат Кинан. Дядя полицейский, куда меня уводят? Как мама найдет меня? Она говорила мне подождать ее здесь. Милая моя, когда твоя мама придет, мы сообщим тебе. А сейчас ты иди с тетей, ладно? Давай.
Гизем, дорогая, я давно знаю Хиджаби. Очень хороший парень. Произошло недоразумение. Невозможно, чтобы Хиджаби отказался от такой, как ты. Красавицы Турции. Кто кого отверг, я не поняла. Я отказала ему. Это все выдумки прессы. Я ведь так и говорю. Произошло недоразумение. И так Хиджаби очень сожалеет за то, что сделал. Когда увидел такую, как ты, красавицу Турции, не знал, что делать. Руки и ноги спутались у него. Парень хочет снова повидаться с тобой. Правда? Я прошу тебя, дай последний шанс Хиджаби. Вот теперь ты попался в мои руки, Хиджаби. Я отомщу тебе. Брат Кинан, если бы ты не был близким другом моего отца, поверь, я не согласилась бы. Но я не могу обидеть тебя. Хорошо, дорогая Гизем. Я назначу вам вторую встречу. Позвоню-ка Язие. Слушаю. Любимый, где ты? Я еду к тебе, ты дома? Нет, ты не можешь ко мне приехать, я не дома. Я в школе. Хорошо. Тогда потом увидимся. Хорошо, потом увидимся. Что такое? Чего ты задрожал? Кто звонил? Зихра. Ничего себе, ничего себе. Годами ты сбегала, я ловил тебя. Теперь, если Зихра войдет в эту дверь и увидит нас, если узнает, что мы работаем вместе, наверное, сердечный приступ получила бы девушка. Ладно тебе уж, ладно. Смешно же. Чего он сейчас запаниковал? Может, он не врет? Или он дома, не в школе? О, Аллах. Я сначала домой поеду. Это дело слишком затянулось. Завершим его уже, Бану дорогая. Бану дорогая? Бану дорогая, прямо Бану дорогая. Такие вещи не любишь ждать, дорогая Бану. Что ты снова несешь, госпожа Бану? Вы знаете, любовь очень необычное чувство. Люди, которые влюблены, могут пойти на все. Даже, может быть, вынуждены стать убийцами. Не поняла? Я не удивлен. Госпожа Бану дорогая, я владею уникальным сердцем. Мое сердце не так легко влюбляется. Не могу легко влюбиться. Но если влюбился, то теряюсь. Скажу так, мир ведь крутится вокруг своей оси. Если я в кого-то влюбился, если влюбился в женщину, тогда мир не крутится вокруг своей оси, а вокруг этой женщины крутится. Вот настолько. Если говорить короче, Бану, дорогая Бану, Шиквет, сынок, чего ты так сидишь? Приготовь нам 2 кофе, давай, дорогой. Осторожно, дикарь, осторожно. Госпожа Бану, господин Кинан? Я плевал на твой кофе, Кинан. Не позволил мне признаться в любви. Проблем ведь нет, да? Нет, никаких проблем нет. Я тебя убью. Я тебя точно убью, больше ты не встанешь между нами. Слушаю тебя, брат. Шевкет, ты мне нужен. Где ты, брат? Я иду, брат. Немного осталось, Кинан. Свидетелем нашей любви с Бану будет твое бездыханное тело. Какие слова сказал? Если ты мне лжешь, Зия, я покончу с тобой. Перевод и озвучка группы Дизимания для канала Hit Life. Лжец! Ты же не дома был.
Я тебе сейчас покажу. Зять? Что зять делает? اومدی دنیا رو نجات بدی ولی دنیای من نوشین بود که خراب شد. نتونست بمونه دلش صدام خسته شد زود شاید پیش یادم نیست تو اومدی تا فکر روزای تلخ گذشته از سرم باشه من ضربه خوردم تا قوی تر شم فردای من میتونه زیباشه تو اومدی تا فکر Ты в сердце моем разжигаешь костер и любовь не погасла. С тобою вдвоем мы построили замок любви неподвластной. Весь мир для тебя, к твоим ногам положил я в пути святом. Ну и что же, ты ушла. Иногда нам трудно, больно, на вид особо добрая. Люблю одну тебя, родимая, за твои обиды, слезы. Ты прости меня за грезы, ты одна такая у меня. Малышка, сводишь ты меня с ума. Нет, нет, без тебя мне рая. چجوری با قد خم شدن تا به مشکل چجوری لا 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 رپ نقطه تی جی از برم تنهایم فریاد میزنیم فایدوی مرا یابه روزرم و دنیا دنیای مرا یابه در خاک شوم بینها فایدوی مرا یابه آخر با خون نکن جفا